Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Уважаемый господин президент, хотел бы обратиться к вам от имени чеченцев, которые переживают в последние десятилетия нелегкие времена. Народ Украины не понаслышке знает, что такое война, горе и страдания близких людей, провокации соседнего государства, которое совершает преступления против мира и безопасности людей, на которые не распространяется срок давности. Но я уверен, что история и наши потомки дадут этому справедливую оценку. Вы утвердили своим указом решение Совета национальной безопасности о введении персональных санкций в отношении нескольких бойцов добровольческого батальона имени шейха Мансура. Вне всяких сомнений уверен в том, что нет в этом какой-то политической подоплеки, а также уверен в том, что это не сговор с политическим и силовым руководством России. Безусловно, правонарушитель должен понести наказание после того, как его вина будет доказана в суде. И если произойдет очередное чеченское жертвоприношение, то этим будет продлена жизнь тирану, и этим будет нанесена очередная боль нашим народам. Я уверен в том, что вы не допустите того, что они будут выданы стране, убившие тысячи украинцев и до этого убившие 300 тысяч чеченцев, в основном женщин, детей и стариков. Стране, которая оккупировала часть Украины и готова идти дальше, убивая и сея смерть на чужой земле. Надеемся, что наши дружеские и братские отношения будут сохранены нашими поступками. Дорогие братья и сестры, хочу обратиться к чеченцам, которые волей судьбы оказались в Украине, которые волей судьбы взяли в руки оружие когда-то на своей родине, в Чеченской Республике Ичкерия, для ее защиты. А затем встали на защиту Украины, встав рядом с украинскими патриотами против российского агрессора. Я не буду возвращаться в историю и пересказывать ее, но мы все знаем, что чеченцы и украинцы связаны с трагическими событиями. Во время Голодомора, когда делили место под крышей и когда делили корочку хлеба. Чеченцы и украинцы не раз воевали бок о бок, отдавали свои жизни на чеченской и украинской земле. И сегодня чеченцы встали рядом с украинцами и стали братьями по оружию. Я хочу призвать чеченцев, которые находятся в Украине, и не только в этой братской стране. Мы не имеем права ни на один шаг отклоняться от законов Украины и законов стран, в которых мы находимся. Мы обязаны избегать двойственность и малейших подозрений со стороны государственных структур и со стороны народа страны, в которых мы живем. Это наш долг и прямая обязанность. Братья, вы обязаны ценой своей жизни отстаивать целостность и государственность той страны, которая вам доверилась и доверила вам право защищать ее с оружием в руках. И я верю, что народ Украины не допустит несправедливость по отношению к вам, ибо украинский народ — это справедливый народ. Видит Всевышний, вы там не за мирские интересы и не за чьи-либо интересы. Так как это последний рубеж, так как, сражаясь в рядах украинских воинов за свободу и народ Украины, вы приближаете свободу чеченского народа и многих других народов, которые находятся в имперском ярме России. На вас лежит ответственность за братство украинского и чеченского народов, и этому еще история даст свою справедливую оценку. Мы помним, что лучшие сыновья Украины отдали свои жизни за свободу Ичкерии, нашей Родины, а также наши герои полегли за свободу Украины. И на вас лежит почетная задача сохранить это братство и укрепить его.
Эта задача лежит на всех нас. Выполняйте добросовестно свой долг и исполняйте свято законы Украины. Имейте также в виду, находитесь вы в окопе или находитесь вы в парке или в кафе, за вами наблюдают не только друзья, но и наши враги. Любой ваш промах или неосторожный шаг или даже слово будет использовано во вред не лично кому-то из вас, а во вред обоим братским народам. Не давайте шанса использовать вас нашим врагам. Среди вас есть те, которые прошли все и повидали многое. И у нас есть тот многовековой опыт в российско-чеченских отношениях, когда Россия не соблюдала договоренности, когда Россия открыто и нагло проводила провокации против нашего народа. Не только мы, но уже сегодня весь мир узнал, кто на самом деле управляет Россией. Это не назидание, а напоминание нашим братьям-чеченцам и патриотам Украины. И против Украины брошены все остатки до последнего. Агенты из России, Украины и даже наши соотечественники. Не поддавайтесь на их провокации и их разные ухищрения. Если возникает подозрение, сообщайте соответствующие структуры украинского государства. Все остальное могут использовать против всех нас. А также не забывайте, что и в Украине не все однозначно в плане того, что Украина на пути становления и очищения наследия империи. Мы тоже столкнулись с этим. У нас есть этот горький опыт, и наша родная земля все еще оккупирована страной-агрессором. Да поможет нам Всевышний Аллах в наших благих делах. И дай Всевышний Аллах нам силы и терпение выдержать и выстоять все эти испытания.